20-е общежитие признали аварийным еще 10 лет назад. Зданию 70 лет. Здесь без всяких удобств ютятся более 90 семей. Крыша постоянно протекает. От постоянной сырости трескаются стены. Плюс антисанитария, запах и холод. Отвратительные условия были, сырость, отопления у нас не было, проблема была все время. Из благ цивилизации здесь электричество и канализация с водой. Эсет Чемурзиева о новом жилье грезила 25 лет. Но вот денег на улучшение жилищных условий не хватало. В 2013 году ее мечта смогла осуществиться благодаря реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии. Оба этих общежития вошли в программу по переселению из аварийного жилищного фонда. В 2013-2015 года имелись кое-какие проблемы с расселением данных семей в связи с тем, что квадратура предоставляемых помещений она не соответствовала к тем квадратурам, в которых они проживают. И благодаря неоценимой поддержке главы Республики Ингушетия Махмуда Алима Шариповича и активному включению в этот вопрос главы города Урусхана Евоева нам получилось предоставить жителям те квартиры, которые не только соответствуют их помещениям, в которых они проживают, но и превосходят все их самые смелые ожидания. Жители сейчас довольны, программа практически, можно сказать, завершена. В общежитии 20 у нас, в принципе, 90% семей расселены. И аналогичная ситуация у нас в общежитии номер 38. И вот теперь Эсет обустраивает новую квартиру, все удобства, а самое главное – сухо и тепло. Хозяйка говорит, что часто болела из-за сырости в старом доме. После наших квартир это шикарная квартира. Сейчас у нас ремонт идет, просторно, все условия есть, тепло, самое главное тепло. Мы там жили, в той квартире, у нас отопления не было, очень тяжело было. Хадзам, если бы не мир, благодаря. И когда вы уже планируете переселиться? Буквально в течение недели. Не доделывая ремонт, мы хотим переехать. А побыстрее уже? Да, потому что в квартирах сильная сырость, жить очень. Программа по переселению граждан действовала с 2013 по 2015 годы и помогла улучшить быт 3000 граждан республики. В 2017 году стал новый вопрос о переселении граждан из аварийных многоквартирных домов. И в 2019 стартовал федеральный проект обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда национального проекта «Жилье и городская среда». Завершены этапы 19, 20 и перед завершением находится этап 2021 года. Также параллельно мы готовим заявку в фонд ЖКХ для получения финансовой поддержки в размере 90 миллионов. Это федеральных средств, естественно, софинансирование с республиканского бюджета 1%. У нас будет добавлено около 912 тысяч рублей. Этот проект реализовывался через выкуп квартир у владельцев аварийного дома. Он рассчитывался из стоимости 1 квадратного метра, исходя из приказа Минстроя России по установлению стоимости жилой площади. На тот момент эта сумма составляла 32 тысячи рублей. За последние годы было переселено 260 человек на общую квадратуру 2062 квадратных метров. В этом году способ реализации программы изменился. Будем приобретать уже готовое жилье, то есть у застройщика, который уже построил, ввел в эксплуатацию многоквартирный дом. В рамках 185-го федерального закона у нас идет программа квадрат-квадрат, то есть по 185-му федеральному закону мы должны жителю предоставить квадратуру такую же, какая у него была. Но, естественно, на сегодняшний день все, кто получали жилье именно по переселению граждан, у них квадратура была больше. Это по старым программам, когда строились многоквартирные дома, естественно, им квартиры подавались больше. В текущем году планируют переселить 198 человек с общей площадью проживания 2000 квадратных метров, что вызвало недовольство у некоторых жителей аварийных домов. Они сетуют, что на заявленную сумму им сложно было найти что-то подходящее. Список аварийных домов был составлен городскими администрациями. В рамках действующей программы переселять в новые здания будут жители домов, признанными аварийными до 1 января 2017 года. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев. Новости 24.